Вау. Мы готовы каждую неделю участвовать в ваших проектах. Формат от подвала сильно не ушел. Где вы еще едите? У нас есть подвал-шоу для ютуба, мы там периодически снимаем что-то. Началось с халявного спрайта. Мой отец подогнал мне несколько ящиков бесплатного спрайта. Единственное, там до какого-то времени надо было выпить, и там где-то недели 3 оставалось, то есть еще годный был спрайт. И мы с Васей говорили, давай на перегонке этот спрайт выпьем. И спрайт, вот кажется, да, вроде пить хочется, да, но это такая противная штука на самом деле, да, я не знаю, кому-то может нравиться, но это было жестко. Это когда вот эти все газы, они хотят выйти наружу, когда тебе просто противен этот вкус, да, но реакция была классная. Меня зовут Бадмат Чемидов, для многих людей я известен как Бат Чемидов. Рядом находится Алексей, мой коллега, товарищ, друг, диджей Апова. Вот так он себя зовет. Больше всем известен как диджей Апова, мне Диджей кажется. Апова, да. Вау. Вау. Что-то внутри меня сейчас в самом хорошем смысле слова возбуждается, Ох, это круто. Приятные звуки, того, что мысли материализуются. Блин, как будто кюр, я не знаю честно, но вот как будто такое ощущение, что кюр, потому что мясо, я не ел никогда, я даже не видел его никогда. А почему ты решил, что это? Блин, потому что мясо, знаешь, я не разбираюсь, конечно, в поварском ремесле, но это не просто варка, да, Лех, согласись? Это не просто вот так сварили, это кюр же, он что-то как-то готовится там под землей, что-то там, в каких-то условиях специальных. Точно готовил это Эджа, точно, но у нас же нету звонка. Звонка едет. Звонка Эджа. Не, ну что это, хотя бы какое-то мясо? По-моему, баранина. Баранина, да, я Мне склоняюсь. кажется, баранина. Ох, круто. Сейчас с тузлуком и скажете, насколько это вкусно с тузлуком. Я сначала твое мнение хочу послушать. Блин, вот я обычно добавляю очень много в тузлук перца, да, и соли. Он у меня такой получается прям ядерный, да. А этот прям мягенький, мягенький, да. И в сочетании с мясом, вот просто посмотрите, да, я даже его не разрываю, ну тут консистенция какая. Почему про кюр подумал? Потому что у кюра, я не знаю какая, но у него какая-то специфический способ приготовления. Да. А вот этот определенно, это не варка, согласись. Это не варка, это и не тушение, это вот именно какая-то специфика интересная. Это кюр, да? Блин, надо желание загадать, я первый раз кюр, да. Не, ребят, реально. Желание второй раз есть кюр, да, это круто, это круто. Это вот это конкретно, да, этот кюр, да, он такой пикантный, согласись. Он мягенький такой. Пришел, зуб у тебя болит, да, там лишний раз надавливать на зуб больно, да, там. Тебе же или нету зубов просто, его даже пережевывать не надо. Вот. Его ребенка можно покормить, да? Вот ребеночка, лутает, реально, оно лутает. и не застрянет нигде ничего. А почему у вас одинаковые кофе? Да, расскажите про ваш кофе. Мы решили с Василием Ладяновым сделать какую-то линейку небольшой одежды для себя. Потому что мы постоянно снимаем какие-то клипы, ходим там периодически рекламируем свой продюсерский центр, да. Сделали первую партию, просто выложили в интернет для прикола, ее скупили. Сделали вторую партию, ее скупили. Потом решили сделать небольшую точку у нас на Зеленом рынке. Это проявление какого-то креатива и творчества. Мы не претендуем на роль вот именно каких-то бизнесменов, кто вот этим занимается, да, профессионально. Вот про рекламу заговорить, это как-то скромно там, да. Мне кажется, это нормально. Вот многие, наверное, воспринимают то, чем я занимаюсь, как какой-то вот выпендрёжец, какой-то хвастливый тургут, который себя все время, там, говорят, там, пытается пафосно преподнести. Я на самом деле такой. Я слушаю свои песни, я смотрю свои клипы, например, я слушаю песни других людей, да, я смотрю клипы. У меня нету таких, знаете, комплексов по отношению к своему творчеству и так далее. Кайф. Ничего себе, вот это здорово. Спасибо большое за приглашение, там фартануло сегодня, прям нормально. Ваш кюр ежедневно можно заказать? Да. Я жену приведу сюда.
Мне сейчас хочется сказать, вращайте барабан, чтобы эта тарелка переместилась сюда. Это реально поле чудес. Кому что попадет. Знаешь, когда бывает, когда бабушка такие домашние такие беляши делает, они тоже такой же формы. Или это на чебурек больше похоже? Или чебурек, да. По-калмыцки, да? Сейчас. Блин, я знаю, как это называется. Я пробовал это уже. Типа, что-то там ливера, что ли, или там что-то, картошечка, там что-то есть. Нету? Можно попробовать? Сейчас я Конечно. посмотрю. Чё, вилкой можно и так есть. Это на камеру, честно, на камеру, да. На камеру просто хочу, чтобы красиво. Не, можно просто было вкуснее. Чтобы посмотреть еще, да? Так, картошки никакой Это нет. мясо. Это мясо просто, это не ливер, ничего. Ну, по-русски это чебурек, наверное, Да. да? По-калмыцки, блин, не помню. Вот не помню, прям что-то дыра какая-то в памяти. И не пробовал. Это, вот так вот закрепить, поверьте, это не типичный чебурек, где 80% теста и 20% мяса. Я хочу попробовать. Здесь 80% мяса и 20% теста просто. Ты еще попробуй с вот этим соусом. Хочешь, чтобы я миксанул? Конечно. Не, ну ты там сам за себя решил. Я влюбился. Я влюблен. Тесто Надеюсь, моя хрустящее. девушка не будет это смотреть, кто будет. Променял меня на чебурек. Вау. Променял на чебурек, да? От чего от вас ушел молодой человек, а? Променял на чебурек, да? Мы теперь знаем, как завоевать сердце Лёши. Оно прям какое-то мясо, прям такое нежное. Это честно, без лести, сама консистенция мяса. Вот в домашних условиях, например, как бы это надо долго, я так понимаю, готовить, потому что оно тает во рту. И в свое время Мерген Ким сказал, что певец должен быть всегда сытым. Да, это же всегда должен хорошо питаться. Судя по вашей комплекции. Да. А кто-то, можно сказать, что голодным должен быть. Голодным исключительно в переносном смысле. Потому что когда ты хочешь поесть, то о творчестве как-то очень тяжело думать, наверное, да, в этот момент. Что вот сейчас я в меру поел. Я вот заглядывался на еще один бортик, но я его, честно, не буду. Потому что потом мне захочется спать. Надо в меру. Через полгода новый трек Бада Чмидова, Кьюр, короче. Вдохновило, да? Я улетаю, не бери меня обратно, подлетаю на Карин, бери меня потом.